Главное, будь прям чисто искренним. Хорошо. Чисто искренне. Вдруг я заплачу. Куда ты пропала после 2017 года с канала? С канала «Братья». Да. С канала «Братья» я пропала из-за того, что я училась в Новосибирске 3 года. Я так изредка же появлялась немножко. Ну, изредка. Изредка. Последний. Да. Ты в последнее время очень много начала появляться. Где? Сейчас. Ну сейчас, да, конечно, я уже не учусь, я же закончила. Вот. Да, пропала, в 2017-м пропала из-за того, что я училась. Вот самое главное. Ну, ты же закончила уже. Да, я закончила, сейчас буду, конечно, идти развиваться. Ну, Буду это чаще появляться. Это был комментарий, по-моему, под твоим блогом, как раз у Сухаря. Там следующий вопрос как раз под ним еще был, где блог Сустухаря, вторая часть. Это, наверное, уже ко мне вопрос. Ну да, это к тебе. Где? Я же тебе все Я как бы материал скидывала. потерял твои. Но Я на тут самом стараюсь, конечно, деле, снимаю. нет, на самом деле у тебя вот этот влог Сустухаря с мертвого канала уже где-то 500 просмотров набрал, это вообще я удивился. Да? Люди там начали искать, типа, Алтансай, и так далее. Вау. Начали искать. Я думала, когда я снимала, да, честно, мне скажу, я когда снимала, я думала, что я вообще делаю? Мне кажется, типа, через телефон, я же через телефон делала, не было такого качественного аппарата. Да, у тебя было такое же, это как его... Звук не слышен, типа такого. Ну, да. Ну, такое чувство, как будто вот ты не приспособлена вот к этому, то есть ты не готова была. Да. И не могла раскрепоститься и так далее. Самое сложное вообще в части блогерства, это когда ты снимаешь себя и себе же говоришь, это очень сложно. Ладно, был бы там со мной, например, ты, мы же с тобой там как-то общаемся, разговариваем, там помогаем друг другу. А когда ты одна, это еще очень сложно. Вот на канале вот еще с тобой же еще Дугер тогда начал сам тоже делать, когда я уже там уехал. И у него тоже такое было, типа, тоже еле как пытается говорить и так далее. Да, мне кажется, это реально должен быть опыт и талант. Но у тебя просмотров 500 раз больше, чем у него. Да. Так, теперь остальные вопросы, которые я тебе подготовил. С какого возраста ты начала заниматься танцами и что тебя к этому подтолкнуло? Танцевать я начала вообще именно... Я вообще не знала, что я танцую. Во мне талант увидел, честно говорю, во мне талант увидел мой преподаватель в садике. Тогда был такой конкурс, как «Мини-мисс», и меня там готовили. Самое такое было то, что я была просто под танцовкой. Я помню, там делала. Там еще солистка была. Вот. Она какое-то движение не смогла сделать. Это я четко помню. Она какое-то движение не смогла сделать. А потом учительница начала, давайте типа все, кто сможет. И это было как сказать, коронное, да, движение. Я делаю, а мне вообще было просто. Я думаю, как она это не может сделать-то? Вот, и тогда это в последние дни меня поменяли с ней. Напомни, сколько тебе тогда лет было? Мне было 5. 5. И я была такой, уже с 5 лет была такой артистичной, танцевала. У меня даже, помнишь, такие кассеты есть маленькие? Он, конечно, затерялся, но он был. Где видео? Да, где видео я танцевала. Я прям видела его, когда была взрослой, там, либо в 7 классе, в 6 классе я видела. Но он как-то затерялся, пока мы там ремонт делали, по-моему. И вот. Затерялся, фотографии у меня остались, есть, там тоже, конечно, плохо видно. Тогда не было таких качественных телефонов, там, как Samsung, iPhone. Но именно после этого случая ты начала прям... Нет. Самое такое, то, что я не начала развивать свои танцевальные способности. Тогда я получила мисс зрительских симпатий. Это типа 3 место было, да. Тогда я ходила в Адыгей. Я это очень помню, дяденьку помню, он еще там преподает. Вот. А потом я затерялась, мама начала меня таскать по разным секциям, такие как большой теннис, хюреш,
где я еще была. Рисование, балетный. Балетным я была в ЦДО. Тогда я ушла из-за того, что меня били вот так постоянно. Синяки появлялись, и мама, короче, меня забрала. Танцевать прям вообще, раскрыться мне помог шоу в школе «Минута славы», помнишь? Я тогда первый раз выступила. Вот тогда у меня уже... В 9 классе, что ли? В 10-м. Прикинь, в 10 классе. А я постоянно эту «Минуту славы» смотрела, видела. Думаю, а что умею я? Я тоже хочу попробовать, да? А что делать? Что я могу? Волейбол, что ли, своим показывать буду? И ну вот, потом я решилась в 10 классе. Хотела в 9. А, нет, я же с Аизой танцевала, помнишь? Нет, я вот это не помню. Я помню ваш лайн с Милой, и где-то вы, не знаю, прям перед озером каким-то, я не знаю, и вы там танцевали, это еще хайпануло в каких-то группах в Инстаграме. Тогда это Dub Smash, да, был? Не помню, если честно, Dub Smash либо Инстаграм, что-то такое было. Да, я с Аизой танцевала. Ну, там, конечно, было не так уж. А сольно я начала, да, вот в 10 классе уже себя показала. Тогда у меня уже вот начался охват именно танца. Тогда я уже поняла то, что я умею, могу. Все. Вот про Чапкан хлеб я вот, типа, я вот помню тот день, я просто подошел там с Союной, по-моему, или нет, я один, по-моему, подходил, и вы там выходите с Луизой, что-то начинаете петь и так далее. Я такой, чё, Чапкан хлеб, потом вы что-то записали на камеру, и это, ну, я чисто по фану это сделал, Замиксовал? Да, замиксовал. И он прям очень сильно хайпанул. Да он еще, все еще есть. Все еще люди, когда это, например, с танцами, особенно вот это на-на-на-на-на-на-на, вот это, люди меня узнают только по Чапкан хлеб. О, Чапкан хлеб, точно. А вот, ну, почему как так зародилось? Да, мы не знаем. Это вообще какая-то история была. Мы выходили, что-то говорили, и Луиза что-то сказала. Я там утром что-то ела, чапкан хлеб, я говорю, я такая, чапкан хлеб. А он такие, и мы начали все, утром, вечером, чапкан хлеб и так далее. А прямо вот так, чтобы ты замиксовал, мы вообще не ожидали. Это то же самое, что и с этим, да? Или это после было? Бог голосует за Это себя. нет, это за год ранее, по-моему, было. Вот. Я даже не помню, как мы это начали. Но это была история Луизы. Луиза что-то говорила, она говорит, чапкан хлеб. А я ее подправила, типа, чапкан хлеб. Чапкан хлеб. И все пошло. Ну, просто люди там, которые не видели, не знали, что это такое. Просто ролик, типа, они говорили, что Чапкан хлеб, там, рандомные слова. Из этого вышел микс, который набрал на сегодня, по-моему, 25 с чем-то тысяч. Посмотрим. Это вообще классно. Вот, твое мнение про этот микс. Что ты сама про это думаешь? Это весело. Да, это прикольно. Необычно. Что еще могу сказать? Мы реально... Мне сначала, когда я думала, это реально не хайпанет, это типа, что за бред? Люди скажут, ну что за бред? Чапкан хлеб, просто... И тут ты, когда мне сказал, типа, боже, смотрела на это, все еще больше просмотров, еще там кто-то увидел, кто-то выложил, кто-то... Это было... Там от Кошклака началось, он там репостнул, а он тогда тоже был популярный, и там уже от него всем там через рельсы. Да, короче, и... Изначально, когда я посмотрела это, мне, конечно, было, типа, что это, типа, что мы вообще, что бы я сделала? Тут смысла нету. А потом, когда я хайпанула, я еще смотрела. Мне потом, да, понравилось. Это смешно, самое главное, это смешно. Смешно. Сейчас чуть-чуть не смешно поговорим. Какие комплексы сейчас тебя терзают? Сейчас меня терзают комплексы веса. Люди иногда, да, спрашивают меня, почему ты, например, за 6 месяцев, там, за 3 месяца выкладываешь только один видос,
Вообще, почему так мало видосов? Хочу сказать то, что я стесняюсь себя. Мне надо одеться так, чтобы у меня ничего не видно было. Знаете, видосы, которые я снимаю и выкладываю в Инстаграм, они, знаете, по 155 дублей. Вот. Надо выбрать особенную, где нигде ничто не видно. Ну ладно, хоть видно, но чуть-чуть. Да, и меня это вообще сводит с ума. Не только меня, родители тоже меня упрекают в этом. Говорят, куда еще больше, вообще, как ты так? Есть комментарии, типа, ты растолстела, как тебя так разнесло. У тебя с детства так или нет, ты же когда-то худой была еще? Ну, начала я толстеть со 2 по 5, 6 класс. С 7 по 8, до 8. Да, я была такой плотненькой. Вот. Потом 9, 10, 11 я была нормальной. Это был мой стандарт веса 57, мне тогда было 55-57. А потом, когда я уехала в Новосибирск, я начала набирать по 10 килограммов. Не сразу там по 1, 2, 3, 4, а сразу по 10. В то время я занималась волейболом, играла за свой институт, танцевала, выступала, но мне ничего не помогло. Именно, особенно фитнес. Там тогда фитнес у нас вообще был дешевый, там в месяц 1000 рублей, если студенческий покажешь, 1000 рублей, и ты можешь приходить каждый день. Тебя сильно задевало, когда люди говорили про твой лишний вес? Ну, конечно, это реально обидно. Особенно, когда говорят, типа, тебе, ничего не идет, зачем ты стараешься, и так далее. И особенно, когда родители это говорят. Ну, мама, например, она говорит, конечно, я понимаю, она это к лучшему, но все равно это обидно. Сможешь сказать свои сильные качества? Сильные? Или что тебе нравится? Во мне нравится мой иногда юмор и озорная стихия. Как бы сказать? Харизма. Да, харизма. Да, харизмой я вообще восхищаюсь. Я не знаю, откуда у меня эта харизма. У меня не такие родители, не харизматичные. Сильные качества, мы поговорили, а слабые какие у тебя? Слабые качества, то, что я слишком обидчивый человек. Обидчивый, и иногда, если меня сильно задеть, я это оставляю себе. То есть, злопамятный. Вот. Такой я человек, и минус у меня то, что я могу быть очень агрессивным человеком. В плане того, что я могу уже подраться. Минусы еще то, что я постоянно сплю. Я прям хочу встать, да, там в 8-9. Алнисай, завтра ты все, в 10 я уснула. Алнисай, ты встанешь в 9-8, все сделаешь, все успеешь, но нет. И не люблю в себе то, что я все постоянно что-то откладываю. Как таких называют? Прокрастинация. Прокрастинация. Вот. Ты же сейчас работаешь хореографом в студии Собчак? Нет, к сожалению, пока что Да, нет. не нужно. Они, конечно, зовут, но я пока не хочу. На хореографии ты свои ставишь? Да, Их ставить сложно? очень. Люди думают, что это очень просто ставить хореографию. Там какие движения есть, такие сделай, под музыку попади. Нет, это очень сложно. Иногда надо соединить несколько движений в одну целую, чтобы получился целый танец. У меня иногда уходит неделю, 2 недели. Иногда у меня рекордное время, когда я сочинила свой танец там за 3 дня. Это очень сложно, это правда.
Подмазываешь у кого-нибудь? Иногда бывает, потому что, как говорится, танцоры, лучшие танцоры выходят именно из тех, которых берут опыт. Как в Америке, да, я вообще люблю Америку, я вообще хочу туда уехать, там столько студий, столько ты опыта можешь набраться. Пошла там к какому-нибудь курсу, потанцевала, у тебя же эти движения останутся, и они не повторяются. И ты, да, я не скрываю, я могу там взять у кого-нибудь понравившийся, там, например, особенно там у Royal Family, я обожаю Пэрис Гобел и так далее, Джорджа Гомес. У тебя было, что вот кто-то там, много человек, например, не оценило твою хореографию, типа вот тебя засыпали какашками, допустим? Прям чтобы вообще много-много было? Да. Нет, прям много не было. Было просто то, что вот прямо из-за веса. И типа, помнишь Ями-Ями? Когда я там вот так садилась, люди думали, тазангнан, чё-чё-чё, там ужасный чайган, чё-чё-чё, тейран. Я им пишу в ответ, просто говорю, это стиль танца, есть такие стили. Это прям не значит то, что ты, блин, там какая-то, не знаю, стриптизерша, блин. Это вид танца. Да. Я помню твой танец, Туден, который мы снимали в каком-то фестивале. Там люди начали говорить, типа, чугай, ну почему такая девушка, типа, танцует вот такой прям, такой двигательный танец, где вот это все. А у тебя еще рубашка, да, которая показывает. Тогда же, у меня же был этот, мы же не были готовы к этому. Вот. Мы просто подошли, записались и все. Ну, что прям вещи одевать, грим, не грим, у нас такого нет. И то мы после выпускного пошли. Вот. Скучаешь ли ты по временам школы? Очень. В школе я думала, все, школа меня задолбала, все, сейчас выпущусь, все, будет свобода, будет кайфово. Нет. Вот эта жизнь, которой я сейчас живу, еще намного сложнее. В школе ты-то хоть можешь посоветоваться с мамой, взять, помочь, то есть мама может тебе помочь, а сейчас ты сам собой, сама себя должна обеспечивать и так далее. Это очень сложно. Я вообще скучаю по школе. Особенно по тем временам, когда мы с утра и до вечера просто придумывали, как 50 оттенков черного там. Это было вообще кайфово. Вот про 50 оттенков черного, кстати. Это же тоже... Нет, это не твоя идея, по-моему. Нет, Аюна идея. А мы же в столовой сидели, и мы что-то такое, давайте типа придумаем сериал. Мы же тогда Аюна черный называли, тогда мы придумали же 50 оттенков черный. Нет, знаешь, почему комедийная? Потому что ты начала говорить, что, почему мы эти драматические, продолжаем снимать, типа, фильм, там, к столетию тоже был, там, твоя драматическая роль, и вот «Братьянство 3», и, типа, какой-то год такой, что, типа, ничего комедийного, типа. Да, тогда был год, когда мы заканчивали «Последняя елка», выпускной, столетие школы, все на печальной ноте было. Тогда я хотела, почему все печальное, давайте что-нибудь веселое запомним. Тогда же мы начали снимать там, где я ударялась и так далее. Но зато после этого прям вообще все прям пошло-поехало. Да. Фестиваль красок. Да, фестиваль красок, пенная вечеринка. Да, по сути, это все тоже из-за Чаплин Хлеб пошло. Благодаря ему, наверное. Да, мы же больше из-за того, что мы в школе снимали, люди нас знали. Потому что у нас все школьное было, как они, что у нас происходит, елка, не елка, подготовка, мисс, не мисс и так далее. И мы же хотели именно из школы выйти масштабно. Тогда же мы начали вот это все. Пенная вечеринка. Да, просто один раз мы попробовали этот фестиваль красок, он прям очень сильно взлетел. Там он тоже где-то под 5-6 тысяч. Да, тогда мы уже
начали уже смотреть, что у нас будет, да, какие мероприятия. Мне понравилось, да, фестиваль красок и пенная вечеринка. Вообще просто офигенно было. Часто ли ты делаешь ошибки, совершаешь ошибки? Можешь рассказать одну из них? Часто. За которые ошибки там по жизни, то есть. По жизни. За которые ты себя терзала еще потом. Это вообще личное. Не можешь сказать? Я вообще не хочу. Особенно. А если прям вот, что-нибудь из неличного? Или ты только одна ошибка была? Да, и личное, не личное, не из личного, это то, что я поссорилась с мамой, это было очень... Было жестко, тогда я еще убежала. У меня такое впервые было. Я прям сильно с ней поссорилась, мы даже практически дрались с ней. У нас такого никогда не было. Не знаю, она такой человек вспыльчивый, и я в нее пошла. Мы вообще вспыльчивые вдвоем. А брат и сестра, они очень спокойные, как отец. Мама вспыхнула, как спичка, и я начала, как сказать, передается вот это все. И все, тогда мы практически подрались. Я взяла, ушла. Там меня неделю не было дома. Мне было стыдно, конечно, возвращаться домой. Вот. Тогда вот это была очень такая большая ошибка. Еще большая ошибка. Какая у меня была большая ошибка? Даже не помню. Так-то одна была очень такая ужасная. Но я не хочу это говорить на камеру. Расскажи историю, за которую тебе стыдно. История, за которой мне Тебе стыдно. очень стыдно, когда. Ну, иногда, смотри, на новосибирские студенческие годы я ходила в клуб и... я, напилась жестко. Жестко напилась. Я уже что-то не помню. Вот этот день я не помню. Что-то Если там что-то такое, подралась. если хочешь... По-моему, я подралась. Подралась? Да. Вела себя, конечно, неадекватно. Вообще, спиртное это вообще ужасно. Ты часто бухаешь? Не часто, но бывает, когда зовут там тебя. Если я скажу себе только один бокал, да, я смогу сделать один бокал. Но зависит еще от друзей, какие у тебя друзья. А если они прям до конца, иногда бывает, что я тоже с ними там до конца, но вообще не люблю свою эту сторону. Такая, все, Мцай, хватит пятниц и так далее. Довольна ли ты своими достижениями в плане творчества, танцев и так далее? Нет, недовольна, потому что я не активный человек, то есть именно не активна в Инстаграме. Люди больше в Инстаграме же продвигаются, а я нет, у меня не получается. Каждый день снимать сторисы у меня тоже не получается. Каждый день выкладывать видосы у меня тоже не получается. Вот это меня бесит, то, что я все время откладываю. Я думаю, что нет, надо еще работать. Есть люди, да, которые узнают? Есть. Но это вообще мало. И какие планы у тебя в творчестве? В плане творчества я хочу, Ты же хочешь, кстати, уехать, да, и сказал? Я не умею думать наперед, там как есть люди за 5 лет все устроят. Я не такой человек. Мне кажется, я одним днем живу. Я тогда сначала изначально подумывала уехать. Год там поработаю в Кызыле и так далее. Потом уеду. Сейчас у меня появилось что-то. Я думаю, а вдруг у меня это будет развиваться, может быть, я останусь. Это все зависит от того, как я буду сейчас работать. В
плане творчества. Ну, то есть пока танцами. Да. Расскажи про твое самое сложное время в жизни, когда тебе прям было очень плохо. Когда это было и что там происходило? Самое сложное это когда я заканчивала колледж. Самое сложное то, что ты учился 3 года в том направлении, в котором ты не ас. Сейчас у меня тоже сейчас такой период. Скажу то, что еще сейчас мне очень сложно. Иногда я могу, сижу дома и думаю, что чем я вообще в жизни буду заниматься, кем я буду. Сейчас я только над этим задумываюсь. Ты у меня даже спрашивал, Да. кем ты хочешь быть, куда поступить и так Да далее. я сейчас вообще хочу к психологу сходить, расплакаться и так далее. Ах, сложно. О влиянии общественного мнения. Ты можешь поплакать. Не хочу. Вот о влиянии общественного мнения. Вот что-нибудь в тебе изменилось после того, что о тебе наговорили там? Нет. Вообще не меняешься. Я человек, который, наоборот, принимаю агрессию. Есть же люди, которые не обращают внимания на комментариев, на хейтеров. И они живут с этим. Да, они живут, а я не такой человек. Если, например, кто-то скажет, да, например, ты скажешь, типа, ты, типа, фандаши, ранандыш, мне это вообще больно будет, я вообще обижусь. Это прям знаешь, это сторона очень творческого человека, когда вот он там отдает для чего-то душу и там получает И, какой-то такой. да, вот. Я всегда читаю комментарии. Некоторые говорят, да не читай ты, зачем? Ты крутая, зачем ты вообще их слушаешь? А для меня это вообще... Кто-то сказал там, большинство 70 чувак. Я такая думаю, да, как мне похудеть, у меня не получается. Но потом я там посоветовалась, говорят то, что это психически. Если я вот так не могу, если все пробовала, диеты, не диеты и так далее, но это уже в сторону психики. Вот. Тебе вообще с детства хотелось быть известной? Нет, вообще. Само ты, Да, мне вообще не, я вообще... Я хотела быть крутой волейболисткой. В том дело-то я хотела быть... А сейчас я вообще не занимаюсь волейболом. У меня была травма... Что я поздно... Вот это, короче, вот так подвернула, вот так всем телом попала. Вот. А сейчас я уже который год не занимаюсь волейболом, уже артакпамент. И так весь мне все портит. Ни прыжка, ничего, я уже больше уже голову в творческий путь у меня. Что ты больше всего ценишь в дружбе? Преданность. У меня было такое, то что я считала, я не буду говорить ее имя, я считала, то, что она моя лучшая подруга, но у меня есть уже лучшая подруга. Я считала ее еще второй лучшей подругой. Но, как говорится, 2 лучших подруг не бывает. И эта подруга, я ей раскрывалась. То есть я раскрывалась, я говорила все личное, говорила там, что у меня было, что не было, какие ошибки я сделала, то самую большую ошибку, которую ты спрашивал, тоже рассказала. Я прям полностью открылась, там мне ничего не осталось. Она взяла, просто рассказала другой подруге. Вот. А это я узнала потом. Но они типа между собой
Вот. Вот это меня вообще огорчило. Дружба — это вообще как бы лучший друг переживает эти времена вместе, но не делится им со всеми. Вот, у меня только сейчас только один такой друг. Второго у меня уже нет. Ну вот ты тогда ответила на вопрос. Женская дружба вообще существует? Существует, даже мужская существует. Но если, конечно, через опыт, через время Да. пройти. Что для тебя вообще значит дружба? Я человек такой, который не люблю быть одна, не люблю быть одинокой. Что для меня дружба? Это, мне кажется, это все. Подруга заменяет тебе как маму. У тебя что, живот болит? Вот. Подруга заменяет тебе маму. Она дает тебе советы. Она может помочь тебе в любую минуту, в любую секунду. Она может постоять за тебя и так далее. Вот сейчас следующий вопрос вообще должен был быть таким, что когда ты в последний раз плакала, кроме вот этого момента? Последний раз я плакала... Сейчас-то... Последний раз я плакала, когда была дома одна, когда задумывалась об этом, о жизни своей. Потом... Зачем я еще плакала? Почему плакала? Типа не добилась или что? Да вообще. То, что... У меня отчасти все от родителей, то есть от мамы. Типа, он же до вас тест, кредитка. И ты потом думаешь, Буян, за что? Ты потом такая думаешь, типа, я же самая старшая. Я должна, наоборот, всех тянуть вверх. А я вообще ничего не добилась. От чего ты вообще зависима? Зависима. Я не про там, привычки и так далее, а вот Зависима я сейчас. Деньгами я зависима. заработок. Да, заработка. Я что-то хочу, но у меня иногда денег не бывает. Хочу что-то там, например, элементарно там купить брюки, денег не хватает. А у родителей просить тоже как бы, вот что такое уже взрослая жизнь, ты уже все на себя, понимаешь? Вот. Пока что да, пока что деньгами зависит. Чего ты с нетерпением ждешь в ближайшем будущем? С нетерпением жду что-то своего. Что-то своего в плане творчества и в плане отношений. Вот. Даже родители говорят, когда ты мужа приведешь, принесешь, позовешь, покажешь. Так, не знаю. Пока что я, да, больше творчества. И очень мечтаю, конечно, уехать за границу. Сейчас общие вопросы остались. Что тебя мотивирует танцевать или делать свое творчество дальше? Другие люди. Другие танцоры, таких как Перес Гобел, Джоджо Гомес, Изабел и так далее. Даже Keyboard Time меня мотивирует, понимаешь? Я их видела, когда они танцевали в пятилетке. Тогда я развивалась в студии Собчак. Я прям видела, какой они путь прошли. С самых низов до самого верха. Они сейчас, конечно, кузыли вообще популярные, и это меня вообще мотивирует. Я честно говорю.
Я просто сижу дома, смотрю истории или что они выкладывают, и такая, почему я так не могу? Почему Black Mass могла, а почему я не могу? Меня, конечно, да, Black Mass меня мотивирует. Честно, вообще K-pop Time меня мотивирует. Вообще честно могу сказать. Не то, что я завидую, да? Я не завидую, я никому не завидую. Это то, что они смогли. То, что они смогли именно в Кызыле. Вообще, меня просто реально мотивируют они. Они тебя не звали? Нет? Звали. Они знают вообще? Они же, ну, должны знать, это же тоже популярно. Да я была у них там как-то. Но Белкма, по-моему, меня знает. Ты не знаешь, я даже не знаю. О чем ты сейчас чаще всего думаешь? О школе. То есть о студии, которую я хочу сейчас продвигать. Танцевальные. У меня просто, когда я музыку слушаю в газели, у меня уже все вот это. Сейчас я вот это сделаю, сейчас вот так сделаю, и так далее. Так, если тебе осталось жить один день, что бы ты сейчас в первую очередь сделала? В первую очередь. Если я вот прям сейчас, да? Вот, типа завтра у меня последний Да, день. завтра последний день. Ну, допустим, вот там. С 7 родителями часов. я бы осталась. Побольше с родителями. И все. Больше ничего не надо. И последний И банк обокрасть. Вместе. Так, скажи, это последний вопрос. Скажи тому человеку, который сейчас смотрит на тебя, но боится сделать что-то, там, начать там танцевать или начать делать что-то, какое-нибудь свое творчество. Пару слов, после которых он, скорее всего, это будет делать. Смотивировать. Я, конечно, не мотиватор. У меня сейчас пока таких прогрессов нету. Но я хочу сказать, то есть в любом возрасте человек все может. То, что у тебя не получается, если ты через тренировки, через именно, когда ты с человеком, который с тобой танцует, именно с ним неразлучный, тогда ты поймешь, что я вообще твержу? Нет, самое главное верить в себя. Самое главное любить себя, такой, какая ты есть. Человек, Типа, ну, в принципе, нет ничего невозможного. Да, нет ничего невозможного, особенно у человека. Кто-то сделал, у них был опыт, они это передают. Вы за камерой сидите, мечтаете. Мечтать, конечно, не вредно, но бесполезно, если ты ничего не делаешь. Главное идти, верить в себя, верить в свое дело, и ты все сможешь.